шаловливый зритель, вы готовы к юмору татарской национальности? Тогда начнем! Вот как бы первая миниатюра порвала бы в клочья вот этих двоих, но так как они это уже слышали, пережили, они, соответственно, смеяться не будут. Но для вас они готовы пережить ее заново. Итак, смотрим. Пережить. Опа, бабушка. Да-да, девушка, вы никогда не замечали то, что вы уродина? Нет? О, тогда разрешите с вами познакомиться. О, боже, вы как я! Конечно, что ты? О, мой быстро устающий зритель. Вот когда возвращаемся с работы или с учебы, заползаем в переполненный автобус, а там мест нет. А хлебом не корми, как хочется сесть. А что я вам все рассказываю и показываю, пусть они показывают. Я же им заплатил. Моя маршрутка переполнена, зараза. Вот это по любой слезет на следующей остановке. Опа. Да, вот, если ноги сводит, давай вставать по любой же следующей. Следующая остановка Тукай на выход есть? Да! Да! Спасибо, мой дорогой зритель. А я как бы занимался в Балтасях экстрасенсорией и знаю, что произойдет на этой сцене. Сейчас Роберт такой выходит, и мне такой... Туда. Туда? Туда! Маркин, все! Оңлаған сөздерімді эфирде Анфиса Чехов bilan sekс Полтавша. Bir reversiga ketaman. Mana ko'rasiz, men ortda ekanga bosib qo'yay. Bir kunda men ular bilan tanishgan edim. Tinch ko'zlarini qarasam, mendan seks deydilar. Suvin, sizga menda seks kerak ekan deyman. Shoba boshladim, qo'shamlardan shoba o'zi. Tegi bir zaman qarasam, og'atga torta boshladi. Imlar uzunmidi deymiz, Sıvılar diyorsun, orçunakların gülünmesini düşünüyorum. Gülün pantolonlar, normaller. İlden dersen? Yok, seks bulmam. O evde koltuklarımız var, seks bulmam. Это программа «Секс» Анфисы Чехов по-татарски. А я? Все, ваша программа закрывается. Не шляп? Потому что 85% населения не понимает вас. А секс? Чертяга, знаешь, чем взять? Иди. О, мой шумно понимающий и очень сильно смеющийся зритель. Слава Богу, я КВНщик. А то разговаривал вы как все обычные по телефону. А, кстати, вы знаете, чем вы занимаетесь, когда разговариваете по телефону? Я-то знаю, вы занимаетесь ерундой. А хотя могли бы стать президентом или почесать голову. О, понимаете? А сейчас будет миниатюра, разговор по телефону. А вы что ли? Да. А я уже ладно, помидор. Кто тебе сказал? Да, кушай. Зачем? Нет, я же не сказал. Ты что делаешь? Сейчас будет миниатюра почти такая же, как «Достучаться до небес». Смотрим, не отвлекаемся. Иди сюда. Офигел. Я офигел. Офигел, я тебе Я сказал. офигел. Ты офигел. Я никак не приходилось офигевать. Как? Ты никогда не офигевал? Тебя где-нибудь назовут плохо? Уже? Это ты.
офигевать это классно. Вот, допустим, бегаешь по кольцу голым. По такому цель, нет, реально, по обручальному кольцу бегаешь. Тебе прохожий подходит и говорит: ты что, дурак, что ли? А нет, это другая история. А хотя нет, зачем, нет? Потом берешь это обручальное кольцо, поднимаешь и надеваешь. И вытащить не можешь. И понимаешь, что все, конец. Конец. Какой конец? Нашему выступлению конец. Где третий, кстати? Третий участник команды КВН «Удар татар». Вы что делаете, балбес? Ну мы этот, финал целуем. Финал целуем. Что, вообще с ума сошлись? Где он? Он где-то в октябре. Так. Кто это придумал? Он мне волшебный говорит, типа, давай финал целовать. Это же КВН. А в КВН никто? Актеры. Актерам что предлагается? Гримерки. В гримерках разберемся. Добрый вечер, дамы и господа. И в номинации «Смешной хамчутлы кындек» побеждает команда «Удар татар». Встречаем! А что такой ковер маленький? Как я видите, такой ковер работаю. Добрый вечер, здравствуйте! Сегодня же финал? Да, финал. Финал же смешный должен быть? Да, смешный должен быть. Вот так вот будет, если мы проиграем. Будет, если все пойдет по плану. Ну что ж, добрый вечер, дорогие друзья. Вы готовы, чтобы мы вам сделали кати-кати, а? Тогда начнем. Итак, первая миниатюра с таким смешным названием. Человек с бурной фантазией грабит банк. Все стоят? Это ограбление? Руки поднять? А, неинтересно, вытяните руки. А, зомби стоять! Лучше лечь! А, черви, это что ж это такое? Спасибо. Ну и сейчас буквально на 25 секунд я свои полномочия отдаю Роберту. Добрый вечер еще раз. Миниатюра, придуманная мной, называется «Амра тупой». Итак, Амра тупой. Не переключаемся. Смотрим следующую миниатюру, которая называется «Амра тупой 2». Команду «Удар татар», да? Вот она уникальна тем, что она никогда не показывает гопников. А еще она уникальна тем, что здесь, прямо сейчас, она их покажет. Итак, представьте, дербышинские пацаны попали на территорию жилки. Читай, читай, смотри, прикольчик, зацени, смотри.
Я пошел в магазин схожу. Магазин, да. Опа! Я, кажется, потерялся. Пацаны! Пацаны! Ребята! Пацаны! Кажись наш. Иди на голос. Дамы и господа, экстравагантный гонг номер, полный лирики, чувства и тупизма. Случай на улице, смотрим. Привет. Привет. У тебя комар на плече. Он еще на пианино играет. Ты что наделал, а? Зачем ты это сделал? Ладно, я сам. Комарик, брат, вставай! Он балерины. Комарик, брат, Врача! Врача! сам ты балерины! Ты послушай, как он лучше поет. Давай, брат, давай! Давай, ты можешь, давай! Вот, видишь, сам ты балерин, я ж тебе говорил! Да-да, ребят, поддерживаем этот позитив, поддерживаем, пока я не... Алло, да. Что тебе сказал? Ой, всегда у нас перебивать пришло. Что тебе сказал? Я тебе Ты звонил. реально думаешь, что ты нас сильнее, да? Твой против... Я тебе... Да! Звонил? Ты реально сильнее, Я тебе да? надо не делать. Мы вдвоем, ты... Один! Понимаете? Я с тобой вообще... Ты реально Шли сильнее, на меня. да? Я тебе сказал на той неделе, что я больше с тобой не буду Что разговаривать. ты нахуй? Все, давай, пока. Все, давай. Все. Случилось? Извини, Роберт! Что случилось, а? Извини, Роберт! Роберт, извини, Алло, Роберт! да. Роберт, нормально все. Дорогие друзья, вот мы татары, это уже смешно, да? Нет, на самом деле. Понимаете, татары это такой уникальный народ, у них даже свой театр есть. И вот мы хотели бы закончить свое выступление татарским спектаклем. Сцена из татарского спектакля «Қызыл шыпшықлар». Абдурахман! Есіңдәме? Біз хатва бұлынлар ойлап шабадырық, екіміз кіре. Асылынлар әйма, ура, ура, шығып, шыпшықларын ошатадыр ек. Есіңдәме? Шыпшықлар, сүйрақшадыр біздің білер, İskender, boydasın uşak şakları, bir şimenke, şıpşıklarını ошатан bir şimenke bile. Bitti. Bitti mi? Bitti. Şundan da bitti. Şundan da bitti. Rahmet sizge bu var. Команда КВН. Удар татар! Еще раз. Добрый вечер, дорогие друзья. Вот туган күн, день рождения, Happy Birthday. Что их объединяет? Правильно, их объединяет Роберт. Потому что у него сегодня день рождения. Поздравим его, похлопаем. Он почему-то возомнил, вот, что вот здесь вот общага. И прямо здесь он сейчас справлять его и будет. День рождения. Заходите, заходите. Подожди. Что значит? Ты студент, я студент, ты нет. Поэтому для тебя подарок песня. Песня для меня. Песня. Давай. С днем рождения, желаю радости, веселья.
веселья и чумового настроения, и самых преданных друзей. Ей-ей-ей-ей. Спасибо! У меня даже клевые проблемы, у меня тоже денег нет. Ага. Но все-таки у меня есть для тебя маленький подарочек. Песня? Танец. Танец для меня! Да, Альберт мне поможет. Давай! Рождения, желаю радости, веселья и чумового настроения, и самых преданных друзей. Ей-ей-ей-ей. Вот так вот, специально для тебя. Роберт, Спасибо. я ничем не отличаюсь от других, у меня тоже нет денег, поэтому держи. Садись. День рождения будем справлять в другой комнате. Луиза, сходи, пожалуйста, за минералкой в спальню. Сейчас, ага. Ага, повелась. Куда? Сидеть! Ты что, О! У меня нос чешется. Значит, пить сегодня будем. Ну, очень грустно сидим, ребята. Очень грустно сидим. Я предлагаю сыграть игру, Какую? придуманную мной, которая называется «Кто кому сделает больно». Шеркибрын, Станька, Шеркибрын. Подойди ко мне. Сам подойди. Вот. Мне уже больно. Игра становится неинтересной. 1-0. Предлагаю следующую игру. Вот ты давай что-нибудь предложи. Аузумья болезненная. Очень интересная игра. Это не игра, это глагол. У Хорошо. меня есть игра, у меня. Какая игра? А не пошел бы ты отсюда, Роберт. Вот такая у меня игра. Смело, но неоправданно. Я предлагаю сыграть одну партию, кто кому сделает больно. 1-0. 1-1. Да ладно, не обижайтесь на меня, чего уж. Ударил. Очень классно сидим вообще. Вообще спасибо, то, что вы пришли, друзья мои. Вообще очень здорово, то, что есть друзья на белом свете. Вот спасибо вам. Вот, знаете, вот мы татары, да? Вот у нас столько много традиций. Вот самая главная традиция, да, у нас? Это не пить, не курить на праздниках. И, конечно же. И самая главная традиция вот у нас, да? У татар. Смотреть время. Очередной выпуск. Как на Новый год почти. Давайте посмотрим все вместе. Вот вы думаете, нас мало. Вот мы и все, и вот этот музыкантишка. На самом деле у нас очень много. Ну, так, по-моему, мало. Объединяет нас одна молодежная организация «Селяк» и удар татар. Этот сезон мы хотели бы закончить этой мажорной нотой.
дальше. Мы вас любим. Команда КВН «Удар Татар». Легендарная команда КВН «Удар Татар». Правильно, легендарная команда КВН «Удар Татар». Ну и, друзья, сейчас нужно выяснить, какие же оценки поставят за этот конкурс наши жюри. Итак, в порядке выступлений конкурс. Итак, наши четвертьфинальные приветствия начинает команда КВН «Удар Татар». Молодежная организация «Солят». Прошлый сезон для нас был самый отличный сезон. Мы стали чемпионами студенческой лиги. Итак, прошли в полуфинал республики. И да, то есть мы не обиделись, как бы не огорчались даже то, что дальше не прошли в финал. То есть в полуфинале республики мы вылетели, но вылетели так достойно. Полторы. Да, и то есть еще была там доборы команд были, то есть одна полторушная республики была. То есть мы там, да, чуть-чуть не добрали. И вот решили готовиться к новому сезону. И новый сезон для нас тоже начинается, мне кажется, очень даже, да, хорошо. Хотим пройти финал и полноценно подготовиться ко всем конкурсам. Да, а остальное для нас не важно. Мы как бы стали чемпионами, потому что мы в том году стали чемпионом татарской лиги, еще чемпионами студенческой лиги. Для нас как да, такая большая победа. А республику мы собираемся, наверное, штурмовать, если на следующий год получится, уже в полную силу. А в этом году мы пока... Опыт. Да, опыт набираемся в республике. А главное для нас — зрители. Да, любовь зрителя. Зрители, мы вас любим. Команда КВН «Удар Татар» – самая назойливая команда. Utar Tatar iyaləşkən su içərgə Unix'tan Sağnularım bitəridim Vışıbalar puysalar Республика одна, четвертая Раз, два, три, тут Ну что же, привет, Уникс! Добрый вечер всем! Давайте уже начнем! Еще раз добрый вечер. А теперь давайте, дорогие друзья, на секундочку представим, что в России все хорошо. Все получают высокую зарплату, все по местам. У олигархов чума. И продавец-консультант Евросети наконец-то устроился по профессии учителем географии в школу. Тетибашева к доске. Покажи мне Австралию. Вам что-нибудь подсказать? Нет, я смотрю. Вот! Отлично! Вот следующая миниатюрка, как случайно залетевший форточка воробей. А ну-ка ж отсюда. И не все, кстати, знают, что голуби, как люди, ближе к природе. Смотрим миниатюру. Роберт, домой. Все, мне пора, пока. Вот, если внимательно присмотреться, то по мне можно изучать Балтасинский район. А пока вы все в трансе, смотрим случай в Майском лесу. Какой жестокий. Ой, какой веселый. Ой, еще веселее. Пожалуй, этот клещ я себе оставлю. Вот пьяный трудовик имя и комар. Что между ними общего? Вроде бы ничего, но их объединяет назойливость. Такая же назойливость, как у нашего Роберта. Я тебе говорил еще раз, если так сделаешь, я тебя убью. Роберт, пожалуйста. Я тебе говорил, а? Говорил, я тебя предупреждал? Я тебе всегда говорил. Все, сил моих больше нет терпеть. Понимаешь, а? Все, нет уже сил, понимаешь, а? Надоел уже. И еще раз, короче, так... Ты где? Эй, ты где? Я здесь? Пожалуйста. Еще раз так сделаешь, я тебя упроводил. Я тебя понял, я тебе сказал. Вот следующая миниатюра, по мнению вот этих двоих, как минимум должна вам порвать хотя бы костный мозг. Итак, смотрим голландский татарин. Если что, я даже по-татарски смеюсь. Хайкал дегендағы х.
Вот сейчас я подаю шутку, а жду от вас сам такой реакции. Что в себе возомнил этот балтасинский парень? И пока вы в трансе второго уровня, смотрим партийную любовь, то есть любовь за партой. Мы с тобой вместе гуляем, я тебя домой провожаю, все. До дома доходим. Я ж тебя люблю. Смотри. Я тебя люблю. Дзадзаева, я пошутил. Дзадзаева, выходи за меня замуж. Смотри, кольцо. Я тебя дарю. У нас свидетели знают, что маленькие горло мы. Властелин колец. Отфиняйся, майда. Дзадзаева, я ж тебя люблю. Дзадзаева. Дзадзаева. Ты наплевал сердечко на моей груди. Роберт Синкрейзи! Я знаю, я тебя люблю! Дорогой Уникс, ну вы, наверное, не все заметили то, что мы татары, да? У нас есть акцент, да. Понимаете, вот акцент, он как третий подбородок. Вот вроде пытаешься убрать его, спортом занимаешься, а ведь природу не обманешь. Рахмет. 2 трио. Почему бы и нет? А вообще как возникла такая идея? Идея возникла, да, она возникла. Она же После того, как мы вылетели? Да, после полуфинала, да, это же все-таки друзья же наши. Мы решили как бы объединиться, то есть не говорим там то, что, ребята, будете с нами играть? Мы предложили, ребята, вот такая идея туда-сюда, не хотите с нами сыграть? Они... Нехорошо же, когда хороший товар на улице валяется. Они говорят, по-татарски? Ну, мы научили, кстати, разговаривать. на русском научили. Да, очень хорошо, да. Сегодня все увидите. Happy New Year. Яңа ел белән сезне. Котлыйбыз. Кадерле тамашачылар. Надо еще вот так сделать. Тыныч егетлер, ебетте мектеплер. Да. С Новым годом, и пусть в вашем Новом году будет 365 дней. А счастье. Как у меня 14. Добрый вечер, Уникс. Перед вами самая-самая смешная команда всей Руси. Бей славян, тьфу ты, удар татар. Ребят, куда шутить будем? Налево, аль направо? Направо перспективнее. Хорошо. Итак, старорусская реклама. Боярин, тебе скучно? Хочешь новых ощущений? Скинь крепостного с колокольни, повесели народ! Гуляй, русская, гуляй! Так, стоп, это что за масленица в болтасях? Ребят, вы чё? Вы что тут делаете? Вы же с полуфинала вылетели. Аль вас обратно в Зеленодольск не пускают? Они, наверное, на вокзале дым-дым-дым слушают. Да, да. А вас что, славянофилы, что ли, покусали? Ой, смешно, ой, смешно. Вообще-то нам пришла смс от Андрея Станиславовича. Ну и что там написано? Привет, чуваки. Срочно приезжайте на финал, выручать удар татара, а то он без вас не справится, их очень мало, и Роберт нас постоянно бьет. Это ты написал, что ли? Я тебя спрашиваю, это ты написал, а? Да, я написал, но диктовал-то Андрей Станиславович.
Ну, написал же. Қайнара. Көп айттым мен саған қазақтарға язма деп, Олар бүйтіп шоу, біз шоу, апрель бар, әлмәт бар, бітірісі бар. Тоқтаңыз! Аузыңызды ябыңыз, едрит-кудрит балалар! Тоқта! Ты чё, Шаян шоу пересмотрел, что ли? В смысле? Ну ты чё в постели произносишь, что ли, а? В смысле? Сен чё, Томғамнан коньяк іштің, что ли? Эй! Томғамнан бабушки за спиной. Томғамнан коньяк. Подождите, вы что, думаете, одни, что ли, можете на татарском языке шутить? Конечно. Мы тоже так умеем. Ну-ка, сдавай. Мектепке. Исәмісіз. Ашылныклар. Китапхане. Рехиметтегез. Ашамлыклар. Беси. Юг. Ну что это такое, а? Продукты. Здравствуйте, лиса. Вот слушайте. Кей. Имилері бәлекей. Бір стаканда сүт бермеген, қақыр сұтқан немекей. Вот видите, татарский язык, он еще и смешной. Конечно. Смешной, давайте на сцене разберемся. Давай, сейчас посмотрим, давай. Готов. Миниатюр. Так, случай на улице. Итак, добрый вечер, дамы и те, кто носит под джинсами трикошки. Сразу же смотрим случай на Новый год. Деда Мороза заказывали? Да. Забирайте. Футболист сборной России перед выходом на поле с ребенком. Не пойду никуда. Все, пошли. Не пойду никуда. Пошли. Ага, потом меня все во дворе чертом называть будут. Никто тебя чертом называть не будет, все, пошли. Не пойду, я лучше выйду с португальцем, хотя бы с врачом. Все, пошли. Не пойду никуда. Пошли. Не пойду. Ну хочешь, я тебе подарю постер сборной России со всеми автографами? Нет, нельзя, у нас в семье все верующие, дома икон висят, нам нельзя такое домой. Ну почему с Аршавином мальчик вышел, стоит, не дергается, не шелохнется? Ага, ему деваться некуда, это его папа. Так пошли. Не пойду никуда. Ты знаешь Леху из 7 Б? Нет. А Хайрульн из 11-го? Нет. Ай, не напугаешь ведь. Так пошли. Не пойду никуда. Ты знаешь, что у меня дядя? Кто? Мафиозник, он тебя найдет, у тебя будущего нет. У меня и так его нет, я же Березутский. Все, пошли. Не пойду никуда. Пошли. Не пойду. Что это было? Это я тебе пендель дал? Люди, Березутский попал! Люди! Итак, дорогие друзья, смотрим «Партийная любовь», то есть «Любовь за партой», часть 3. Тетя Башева. Чё? Я все осознал. Помнишь, я говорил, что ты овца? Помню. Это не так. Ты корова. Тетя Башева. Чё? А у тебя какие любимые цветы? Полевые. Да ну! Класс, встречай новеньких. Привет. Привет. Я Лена. Меня Роберт зовут. Тетя Башева. Антон. Попкин. Попкин? Это ты сейчас по адресу Попкин. Новенькая? Ча. Ниче. А ты натуре ничего, прям такая симпапуля. Роберт, Чё? чё, жаба душит? Какая? Который рядом сидит. Попкин к доске. Зачем в доске? Он и так возле нее. Роберт, вон из класса. Да с удовольствием. Тетя Башева. Чё? Пойдешь со мной? Да. Отдыхай. Дорогие друзья, ну вы спросите, к чему это все? Ну в этом году в студенческой лиге 2 чемпиона.
В первой лиге 2 чемпиона. В Лиге Поволжья 2 чемпиона. Но на худой конец в Лиге КАИ КГУ 2 чемпиона. Дорогой жюри, ну чтобы вы не заморачивались, мы решили объединиться, чтобы у вас там вопросов не было, хорошо? Удар татар. Молодежная организация «Солет» давно зарекомендовала себя в клубе веселых и находчивых. Команда КВН «Удар татар». Go, 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 kick-так! Еще раз добрый зритель вечер, добрый вечер, зритель. Ну что ж, мы заставим вас выделять татарские гормоны счастья. Если я был патриотом этой страны, то обязательно отомстил бы им за Пёрл-Харбор. Итак, смотрим. Короткая встреча посла Татарстана с японцами. Коничуа! Итак, дамы и господа, встречаем татарский чарлидинг! Кызлар siz Üç, dört, beş, altı, baltaşның utkılары, yok sizдің köpükleri, kışkırasız krek-krek-krek, kışkırasız krek-krek-krek, әдон қызлар хру-хру-хру, әйін юклар. Әгер сіз жеңілсәгіз, біз бетсізге бермейбіз, нәрсәні, үш, дөрт, беш, алты, мәхәббәті бізні, үш, дөрт, беш, алты, балташның уткылары. Қадірлі достар, ну это, дорогие друзья. Знаете, вот, татарский язык, ну это татар тілі. Он как Камасутра, ну, как китап. Вроде так, ну смотришь так, интересно, так забавно, да? Но учить начнешь, и язык можно сломать, рахмат. Ну что, продолжаем конкурс приветствий на сцене команды КВН «Удар татар». Мы сыграем, то есть нам без разницы на результат. Да, мы просто сыграем на этот раз для себя. Мы в студенческой лиге, то есть сделали для себя планку. А сейчас здесь уже есть такие мастодонты, там, как КГ, потом Володя, Ходаки. Вот им дорогу туда, финал, они пускай чемпионами становятся, а мы для себя сделали все. Просто хотим порадовать зрителей, наших любимых Чем зрителей. Чем можем. А команда КВН «Удар татар» — единственная команда, которая смотрит телеканал «Индия». И вот именно поэтому-то... Удар татар! Удар татар! А вот и мы, а вот и вы, а вот жюри, а вот ведущий, а вот ведущий, а вот ведущий. Удар татар! Удар татар! Добрый вечер, Уникс! Республика, ты готов, чтобы мы тебе сделали кыты-кыты? А? Тогда начнем. Итак, первый миниатюр с таким смешным названием, как «Человек сборной фантазии пытается ограбить банк». Всем стоять! Это ограбление? Руки вверх! А, неинтересно, вытяните руки. А, зомби, стоять! Лечь! А, черви! Нет, встали! Крутимся, вертимся. Нет, неинтересно, значит, ты лег. Ты сел на него. Сел, кричи кукарямба. Ты баракумба. Вы что, издеваетесь, что ли? А, кризис в стране? Да. Денег нет? Ну, хотя поржем давай вместе. Возвращаемся с работы или с учебы. Заползаем переполненный автобус, а мест нет. А хлебом не корми, как хочется сесть. А что я вам все рассказываю, показываю? Пусть они показывают. Я же им заплатил.
Моя маршрутка по любой идет туда. О, место свободно. Что ж ты такое-то, прям ноги сводит, прям зубы сводит, я не знаю, сейчас станешь же, полевой нацелишь, слезь, ну давай, слезай, что-то. Давай, ну ты же можешь, ну что ты прям, я даже не знаю, как тебе сказать, ты же полевой, дружище, давай, вставай, пожалуйста, уходи. Ну давай, пожалуйста. Следующая остановка на выход есть? Да! Да! Вот! Дамы и господа, экстравагантный номер полной лирики, чувства и тупизма. Смотрим случай на улице. Привет. Привет. У тебя комар на плече. Он еще на пианино играет. Ты что натворил, а? Душегуб. Ладно, я сам. Давай, брат, вставай, комарик. Ты можешь. Да он похотел маляризм. Да сам ты маляризм. Брат, вставай, я же знаю, ты можешь. О, мой Бентли зритель, то есть дорогой. Не все вы знаете, что в Татарстане открыли свой вариант программы «Исека» с Анфисой Чеховой. Итак, посмотрим. Xayrli kechishamiz. Sifirda Anfisa Chexova bilan seks Tatarcha. Hammin onim olib boruvchisi Anfisa Chexova. Mana ko'rasiz, ortda ikki kishi bosib turaymi? Mana ular turida bir-ikki ayvirib silib ketaman. Siktiqarda bo'lgan hal. Solishdi g'ayma, so'ngidan qarasam, 5 mindan seks dilaylar. Men aytam, yo'q bo'lay bo'lmay. I qo'sha boshladim. O'zim shobon, qo'sham. No, ko'kraklar zo'r bo'lganga ko'ra olg'a toba torta boshladi. Men qarasam ortdan, bir narsada ko'rinmay, yo'q, o'shim. Narsa? Yok, секс булмады. Ну, agarda qo'l tutgan bo'lsalar, здравствуйте. Да. Это программа «Секс Анфисы Чех» по-татарски. Все, ваша программа закрывается. Почему? 85% населения не понимает вас. А секс? Чертяга, знаешь, чем взять? Конечно, и да. Дорогой друг, товарищ, жюри, люби нас, а? Люби нас по-китайски, по-японски можешь нас любить чуть-чуть, по-французски, но самое главное, люби нас по-татарски, а мы в свою очередь будем любить тебя по-русски. Организация «Солят». Вот сейчас следующий конкурс, поэтому мы сейчас будем переодеваться в такую семейку. У нас будет татарский сериал. Добрый вечер еще раз. Сейчас мы знаем очень много популярных комедийных сериалов. Итак, давайте посмотрим. ТНВ предлагает свою версию нового комедийного сериала «Бахетле вместе», то есть «Счастливы вместе». Посмотрим. O'zing sen angladingmi unda? Komissiya shiriga muvaffaq xabar. Дорогая, ты приготовила мне ужин? Да, твой любимый салат из огурцов. Где, давай? Какая ты у меня молодец. А ты зарплату принес? Жена, понимаешь? Зарплату выдали заначками, так что извини. Хабдряхуш. Что? Сын, ты вырос уже? Лена улам чыгарымында. Почему вы меня так назвали? В честь Максима, иди сюда. Понимаешь, тебе уже 18 лет. 34. 34 уже тебе. И тебе пора уже знать, знаешь, об чем? Об чем? Об энтерментер. А что это такое? Объяснить? Ага. Вот, колхозда трактор бар бит, Ага. Мына ул бүтін разгурында созлыққа бата бит. Ага. Потом артқа шықмақшы болайма. Ну шыға бой, алға бара. Артқа, алға, артқа, алға, артқа, алға, артқа, алға. Алло? Банк? Мы не можем вам выплатить кредит. Мы телевизор купили. И мы тоже вам не дадим кредит. Все, пока.
Какой банк, какой кредит? Да я телевизор купил на днях. Какой? Давайте посмотрим на телевизор, что нет, да? Әтәш-бәтәш, не болған, әстағафирулла. Программа Максун. Кімге нәрсе кешірге кәбісті. Итак, сегодня в программе. Небритые дома в Грузии. Сергей Зверев на Сабантуе. Студент не может идти на учебу, потому что его съедает матрас. Помогите! Съедает матрас! Помогите! Съедает матрас! Әтәш-бәтәш, в Казани появились уникальные люди. Смотрим сюжет про гопника-натуралиста. С кем живешь ты, а? Ты чё, хворост, а? Ты чё здесь, блин, присох? По мне сохнете, что ли, а? Вы чё, черти, восстали, что ли, против меня, а? Чё, обрубок, чёрт, блин? Веселые и находчивые студенты придумали новый вид транспортного средства. Ага. Добрый вечер, здравствуйте. Значит, мы бои, то есть студенты Балтасинского авиационного института, прикиньте, такой есть. Буквально из подручных средств сделали новый универсальный транспорт, да, который называется креслолет. Вроде бы очень простое вот это вот сооружение, да, кресло и кресло. Но креслолет не просто назван креслолетом, потому что у него есть вот этот вот пропеллер. Ну, у вас готов? От винта передавай. Давай от винта тогда, пошел! S'il te plaît, mets plus de mayonnaise dans mon sandwich, mec. Fais pas le ratin parce que peut-être qu'un jour je serai riche. Спасибо большое. Спасибо. Татар. Молодежная организация «Салят». Готово? На 100%, наверное. Ты сказал на 100%, да, на 100%. Хорошо, а почему такая неуверенность в голосе? Нет, 100%. Всем будем удивлять. Но опять же, трехсмысленное, двухязычное выступление. То есть вот это же есть, вот это, и все там, все есть. Маленькое. И в парке, и там как дети там балуются, и там в школе опять же, все будет вот это. Дорогие зрители, соперники, пожелайте нам удачи. Мы вас верим. И любим. Любим. Самая выходящая команда КВН «Удар Татар». Привет, Уни! Салям, жюри! Давайте сразу к юмору. Маленький мальчик возвращается после первого дня учебы. Сынок, как в школе? Я лох! Вот стоят же те за ширмой, да? Вот они уверены, то, что я якобы не умею целоваться. Вот дабы это опровергнуть. Кто там? Дабы это опровергнуть. Вот ты хочешь попробовать мои балтасинские вишенки, а? Короче, гримерка 303 там внизу спускаешься. Пока ты бежишь, спотыкаешься, смотрим случай в парке. О, какой большой голубь! На, кушай! Кушай, 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 кушай. Ой, какой маленький воробей! На, поклюй, поклюй. Каш отсюда. Клюй. Каш, я сказал. Кушай, клюй. Чам! Забирай все быстро! Вот, наверное, немногие из вас заметили, даже я сам недавно заметил. Я как грудь Кристины Арбакайте, такой же маленький и красивый. Вот, а теперь просмотрим миниатюру «Татарские девчонки в оружейном магазине». Сука, шкралки бите! Пора, молда, ствол! А тишеге бәләкәй! Тишеге бәләкәй булса да шомпыл сыя! Пора! Шомпыл! Шомпыл! Кара, бомба! Юк, кара! Секс-бомба! Абренди, шытырдый тұрған әйберлері бар мекен?
Так, вы будете что-нибудь покупать? Возможно. Что именно? Шомпол, киряги, не Те, кто хотят попасть в рай, обязательно должны посмеяться над следующей миниатюркой. Итак, смотрим. Любовь за партой, то есть партийная любовь. Ту. Тетя Пашева. Отстань. Тетя Пашева. Чё? Помнишь, я говорил, что ты корова? Помню. Так и есть. Тетя Пашева. Чё? Зыркай. Валентинка. Ну она же Ким Задзаевой. Передай. Тетя Пашева. Отстань. Тетя Пашева. Чё? А помнишь, я тебе вчера по голове портфелем зарядил? Помню. Ручку отдай. Да ладно. Тетя Паша. Чё? А пойдем в кино? Зачем? Сядем на последние ряды, будем целоваться. И чё? И чё целоваться будем? Пойдем. Только у меня денег нет. Ладно, я заплачу. Серьезно? Да. А давай тогда и Кинзадзаю возьмем. Да ладно, ладно. Тетя Паша. Чё? А спорим тебе слабо на весь класс крикнуть: Роберт, я тебя люблю. Не. Слабо. Не слабо. Пячку нет тебе. Роберт, я люблю тебя. Тетя Пашева, вон из класса! Пошли со мной. Отдыхай. Дорогие друзья, вот у нас на бэк-вокалах должны были стоять группа БИС. Но без и без БИС был драбус. Рахмат. Объяви меня, милый. Дорогие друзья, в нашей команде небольшие изменения. Вместо этого, не побоюсь этого слова, большой сестерный юмора, который бьет, унижает, глумится. Накипело. Вместо Роберта Исламова у нас хорошая, отзывчивая, добрая, большегрудая, но недоступная, Альбина Киямова. Ей-ей-ей-ей! Ты кто такая? Роберт? Да, Роберт! Вообще-то твои приматы мне сказали, что ты в отпуске. Да, действительно. Я их называю приматами. Только вот объясни, в каком я отпуске, а? Ну, судя по твоему внешнему виду, в декретном отпуске. Я тебе сейчас дам. О боже! Ты видел, что вытворяет, а? Пожалуйста, сделай меня талантливым, а? Шандарахни меня талантом, а? Чего? А? Сейчас я так спацаю. Ну-ка за своими агрегатами быстро! Сейчас увидишь, такой талантище. Сейчас увидишь. Что это такое? Почти курай. Ну-ка, спацай. Эй, ну ты чё уж, а? Каждому татарскому мальчугану мама в детстве говорила: «Аузыңа тілесе нәрсе қопма!» А ты, надо же так вот прям сильно. Эй, да, моторым, бірді бәрі келі. Қылам бейші. Улик, сайдали біргелі, пулшамайық, а? Эй, да! Когда увидите такой концерт еще, а? Баянда Альберт Киямов! Почти Курайда и Шадрахимов, хамызның бэк-вокалистка Альбина Киямова хаммен! Бізді келәдилер, карантинға ябалар. Бізге грипп не почем шул, чөнки біз бит татарлар. Татарлар, хрюшка ашамый, нифига да аларга грипп янамый. Извини, туган, шуның белән булган. Ауыртмас өчен аша син суган. По-моему, отличная подача к видео, Роберт. Да.
Дорогие друзья, вот у вас очень много вопросов, да? Вот, допустим, что было бы, если бы я был бы худым, да? Что было бы, если бы у него маленький нос был бы, да? Что было бы, если бы он был бы американцем? Тухта! Зачем сразу? Вот, у вас много вопросов. На некоторые из них мы попытались ответить. Через видео, конечно. Давайте посмотрим. Что было бы, если бы люди охотились на чайники? Где оружие? У меня. Давай, заходи быстрее, давай! Все, мы поймали его, это наш, да! Это была отличная охота. Что было бы, если бы машины общались с людьми? Здорово, Приора! Здорово. Как дела-то? Хорошо, нормально. А ты в курсе, что ты беспонтовая машина? Ну нет. Да ладно, хорош, я же угораю. Чё ты, а? Все нормально. Козёл. А теперь представьте, что было бы, если мухи были домохозяйственными. Чё? Ужинать будешь? Не хочу. Ну ладно, тогда я полетела, полы помою. Подожди. Чё? Лети-ка сюда. Тряпку возьми. Спасибо. Давай поаккуратней там мой. Где лучшие тусовки? У нас в клубе. Где лучшие девчонки? У нас в клубе. Дорогие друзья, наше замечательное вот это вот трехсмысленное двухязычное выступление хотелось бы закончить словами великого татарского поэта Гумера. Ну, Гомер который. Вот. Эн-наги, кен-наги, аяғында сандали. Сандали түгіл пыйма, аузың ашып отырма. Рахмат! Команда КВН «Удар Татар», молодежная организация «Салет». Продолжаем конкурс приветствий. На сцене команда КВН «Удар Татар», молодежная организация «Салет». После работы, часов 6, мы собираемся вечером и начинаем писать шутки. И, да, вот так вот. И потихонечку набирается материал каждый день. Очень много вырезали. Очень много вырезали. Команда КВН «Удар Татар». Мы за ширмой. Гитлер, что стали? Здравствуйте, египтяне! Наше почтение, Тутанхамон. Эй, какой Тутанхамон? Это Андрей Станиславович. Ну, Тутанхамон. В смысле? Тутанхамон, читай имя и фамилия. Да, почти как Ямов Альберт. Ну я же не Тутанхамон. Нет, все, успокойся. Успокойся. Дорогие друзья, вижу в ваших глазах не мой вопрос. Но я его не слышу. Что? А, послышалось. Но вижу по твоим глазам, что ты хочешь шутку про стоматолога. Итак, шуточка про стоматолога. Так, пациенты, пока рот не закрываем, я сейчас приду, сидим спокойно, не КВНим, ладно? Ой, такие молодцы, так долго продержались. Держите витаминчики, держите. Чупленчики? Молодцы. Дорогие друзья, у меня сладкий вопрос. Кто-нибудь в зале любит чупа-чупс? Я тебя запомнил. А теперь смотрим. Ой, не завидую я тем, у кого был младший брат. Тем более, когда вам 17 лет, а ему 10.
Эй, ты, якобы мой старший брат. Когда я вырасту, я стану суперменом. Ты что, фильмы, что ли, пересмотрел, идиот? Я идиот, но в то же время я супермен. Супермен! Прекрати щелкать. А то что, опять в кладовке закроешь и скушаешь мой кусочек пирога? Тогда, кстати, прикольно было, да? Тогда Я тебя сейчас секунду. Мама мой напарник. Чувствуешь мою суперсилу? Я тебя сейчас нос сломаю. Че, ушей мало было? Так, пошел вон с моей комнаты. Это общие комнаты, там так написано, брат. Иди посмотри. Это общие комнаты. Я тебя сейчас... Мам! Не забывай, мама мой напарник. Дети, я к соседке пошла. Теперь ты супермен, брат! Я видел, как ты смеялся. На, держи. Да, мы сладкая команда, и не перечьте нам. Вы даже не представляете, чем занимаются кассиры, когда им скучно. К сожалению, на складе таких нет, извини, пожалуйста. Дорогие друзья, вот мы татарская команда, да? И знаете, что хотим сказать? Татарский язык как история России. Вот, допустим, кто-нибудь попытается исправить, ему оно вознушкаром. Удар татар. Мы уважаем свой язык. О, шунды боллы. Мы благодарим за постоянную поддержку и помощь. КВН «Удар татар». Мы будем удивлять. Очень сильно будем удивлять. Но я не знаю, как будем удивлять. Но что-то будет такое хорошенькое, что-то новенькое будет. Может, даже что-нибудь старенькое будет. Но такое очень хорошее, очень веселенькое, очень татарское. Ну, будем учиться на ошибках. По-моему, уже мы научились на ошибках. На его ошибках. Да, на его ошибках будем учиться. На его. А какие ошибки были? Ошибки были. Инструменты. Да, ошибались. Финал не будем вспоминать. Просто финал так он очень сильно так нас разочаровал. Вы все равно не будете. А так все хорошо, все нормально. То есть будем стараться просто хорошо шутить, удивлять, да, качественно шутить и веселить народ. И радовать зал. Дорогие КВНщики. Уважаемые КВНщики. Много уважаемые КВНщики. Смешные КВНщики. Да, мы вас действительно очень сильно любим, уважаем очень вас сильно. И хотим пожелать в следующем сезоне, то есть в этом сезоне получается, больше качественного юмора, смешного юмора и актерской хорошей игры. Да. С 15-летием фестиваль. КВН РТ. Вот так без эмоций. Команда КВН «Удар татар» верит свято в свою мечту. Добрый вечер! Добрый вечер, друзья! Добрый вечер, друзья! Дорогие друзья, с финала прошло не очень много времени, но наша команда ни черта не изменилась. Но зато за нас будет играть очень маленькая и скромная девочка Зайтуна. Давайте поприветствуем ее. Зайтуна, выходи. Ребята, отпустите, пожалуйста, ее. Ребята, не дергай ее за косички. Зайтуна, давай, все. Я же говорю, очень маленькая и скромная девочка Зайтуна. Зайтуна, что ты приготовила? Вот и чечетка. Ну что же, с 15-летием тебя фестиваль. Давайте начнем уже, что вы?
Еще раз добрый вечер, друзья. Вот я в школе не был с Чепушилой. А вы? Ага, не был. Вам по-любому интересна эта тема. Итак, смотрим самый крутой в классе. Jesse James and Frank James, Billy Kid, all the rest. Supposed to be some bad cats out there in the West. But when they dug me and my gang... Вот когда я приехал из Балтасии в Казань, я сел в метро. Что я делал? Правильно перемещался. Итак, перемещаемся в фильм ужасов. Роберт! Не надо! Роберт! Пожалуйста! Роберт! Не надо, я умоляю! Роберт! Зайдуня, что ты мешаешь все время? Я тебе говорю, не надо, короче, да! Зайдунюшка моя! Вот итак, кто не будет смеяться над следующей шуткой, того заберу в Балтаси. Сыйырлар ортынан жиштырашаксыз. Так что не рискуйте. Итак, смотрим. Неудавшийся разговор маленького сына с большим отцом. Пап! О! Мама! А вот кто-нибудь смеется над следующей шуткой, того засосу. Итак, смотрим. Маленькая дочка просит отца напугать ее. Пап, напугай меня, пожалуйста. Напугать? Да. Еще! Еще! Ты почему дочь пугаешь? Ты почему дочь пугаешь? А вот придется ли скучать в новом сезоне команде «Удар Татар» пока остается загадкой. Но пару секретов мы все-таки раскроем. Было потрачено 50 пиц статмака, 50 тысяч нервных клеток, которые не восстанавливаются. И было срезано 500 миллионов шуток в этом сезоне. Да. И у нас также остался неизменный звукач, хороший звукач. Его зовут Бахтияр. Бахтияр Юсупов. Вот спросите у них, будут ли играть они в следующем году. Будет известно после Сочи. Да, будет. Пускай немного зрителей заинтригуются. Следующий. Скажи, пожалуйста, ты волнуешься сейчас? Нет. Чего уж мне волноваться-то? Там же всего лишь сидит 2000 человек. И я немножко не помню слова. Все будет хорошо, все будет хорошо. Потому что там кричали «Удар Татар» в начале. Ну что ж, продолжаем. На сцене команды КВН «Удар Татар». Молодежная организация «Салят». Добрый вечер! Здравствуйте! Финал! Время удивлять! Команда КВН «Удар Татар» тоже не исключение! Сейчас мы вас удивим! О, удивил так удивил. Вот ты меня лично удивил. Как? Ты кто? Как кто я? Этот Роберт? Такое ощущение, что пупок Роберта начал жить своей личной жизнью. Ты вообще веришь, что это Роберт? Нет. Вы не верите, что ли, что я Роберт? Нет, конечно. Может, вам паспорт показать? Давай, Сейчас покажу. Это точно Роберт. Дай я тоже попробую. Блин, по тому же месту, это точно Роберт. Только маленький и беззащитный. И что же мы с тобой будем делать? Сейчас, держи его, давай. Парни, может, не надо, а? Отрикошетил. О, Роберт, ты тоже здесь, что ли? Ну что, вы успели познакомиться с моим божаем? А, это твой божай, что ли? Конечно. Тогда удивляй, божай, Давай, божай, удивляй! Опа! Давай! Удар Татар, четкий финал. Поехали, ребята! Еще раз добрый вечер, друзья. Встречайте юмор в стиле Шурале. Смотрим. Дюймовочки и Гулливер на прогулке. Дюймовочка, мы с тобой расстаемся. Чё? А я вот настолько уникальный, что меня не рожали, меня высиживали.
Поэтому ни для кого не секрет, что меня часто называют птенчиком. Вот я, когда себе девушку выбираю, я выбираю ее так же, как арбуз. Тоже сначала смотрю на попку и постукиваю. А теперь смотрим. Работница секса по телефону в супермаркете. Здравствуйте. У меня батон. Батон. Майонез. Кетчуп. Еще один кетчуп. Еще... Давайте быстрее! Ну, а любовь, она и после 50 лет любовь, если она настоящая любовь. Тетя Башева. Чё? Пенсионный фонд через плечо. Роберт Феркатович! Роберт Феркатович! Шучу. Тетя Башева, тебе скучно? Да. А пойдем на почту власть ругать. Тетя Башева, а поехали лучше ко мне. Зачем? А у меня родителей дома нет. Маразматик! А у тебя склероз. Чё от меня склероз-то? Да ты даже пин-код банковской карты своей не помнишь. Чё не помню-то? 5625. Тетя Башева, а ты сегодня на обед пойдешь? Не пойду. Дай тогда зубы погонять. Госпожа Тетибашева, к вам сын пришел. Малой, как дела? Пока не родила. Тетя Башева, что это такое? Выпускной. Команда КВН «Удар Татар». Біз жеңарға тырышачақпыз. Дорогой зритель, если вы не поняли, татарско-русский разговорник у жюри. 56-я страница. Спасибо. Удар Татар. На сцене команда КВН «Удар Татар». Молодежное объединение «Салят». Итак, дорогие друзья, мы вам сейчас покажем, как обычно молодежь справляет Новый год в коттедже. Давай, ребята! Ребята, вообще клевый дом, да? В стиле хай-тек сделан, я прям вообще не могу. Это не дом, это сарай. Дом дальше. Давайте уже в дом, а? Давай. И все заходят в дом и садятся за стол. Друзья, пока мы не опьянели, предлагаю вам проводить 2010 год и, как подобает, встретить 2011. Давайте, друзья, поднимем бокалы, давайте. Ну и по-любому так случается, что у кого-нибудь в этот день именно день рождения. С Новым годом! С Новым годом! С днем рождения! С Новым годом! С Новым годом! Опа! Ребята, между первой и второй перерывчик небольшой. Ребят, там кто-то в окно стучится. Он что-то написал? Ребята, шашлык давно готов, впустите меня в дом. Это тот, который за коттедж не скинулся. Ща, подожди, я ему напишу. Упоп в иди. И что ты ему ответил? Он с той стороны поймет. Ну и как всегда, все выпили и выходят покурить. Женек, да нормально, что ты Новый год, а? Да нет, что-то как-то стрёмно, Роберт. Да ладно, нормально все, что ты? Слушай, Роберт, а научи меня по-татарски матом ругаться, а? Ну, рахмет. О, рахмет вообще. Да. Слушай, Роберт,
А у тебя есть что-нибудь помощнее, прям чтобы жестко так было, а? Бигзур Рахмет! Бигзур Рахмет! Слышь, Байбулат, сига есть что ли, а? Да, есть. Да я у тебя всю пачку заберу. Ты че? Бигзур Рахмет, да? Да не за что. Бигзур! На вечеринке есть обязательно чувак, который уверен, что свободная комната именно его. Ну, по-любой так считает. Туран, братан, выйди, пожалуйста, отсюда, а? Братан, мне плохо, братан, иди, братан, пожалуйста. Пожалуйста, братан, выйди, братан, сейчас мне плохо, вообще как. Ну, мне с девушкой надо остаться. Выйди, братан, мне плохо. Ильшат, выручай. Красавчик, молодец. И, конечно же, появится какой-нибудь Альберт, который вспомнит какую-нибудь тупую детскую игру. Ребята, я тут вспомнил игру, усыпи меня, кто будет играть? Ты. Вот ты будешь играть. А что это? Приседай давай. Задержи дыхание. Ты что делай, да? Байбулат, скорую давай! звоните, ребят, Скорую звони! скорую, Роберт, ты где? Звони скорую, быстрее! Вы что натворили-то, а? Здравствуйте! Вас приветствует самая быстрая скорая помощь города. Если вас тошнит, нажмите 1. Если вы играли в детскую игру «Усыпи меня», нажмите 2. Оператор вам ответит через несколько секунд. Когда я умру, я стану ветром и буду жить над твоей крышей. Когда ты умрешь, ты станешь солнцем, и все равно меня будешь выше. К сожалению, все операторы заняты. Нефиг было играть в игру. Ильшат, давай выручай как можешь. Давай нашу. Siz meni o'ldim deb biladingizmi? Yo'q, men o'lmadim. Jirli o'larman men o'lganda. Jasadimni tufroq birla ko'mganda. Эй, хорош. Ох, как вставил это, пацан. Кто будет еще играть? А можно я тоже буду? Нет, ты русский, давайте дальше. Ребята, все клево, Пока идет все это веселье, они пропускают самое главное, ведь наступает уже Новый год. Ребята, куранты бьет. Новый год же. Давайте желание быстрее загадаем, а? Вот лично я хочу, чтобы проезд стоил не 18 рублей, а 20. Это ж дорого. Зато удобно. Ну или чтобы сделали 8-рублевую монету. Вот что я хочу. А знаете, что я хочу? Чтобы снежинки были в форме девушек. Вот зимой идешь, да? Снег идет, а ты встряхиваешь их. Красавчик. А я не успел. Да ладно, пускай будет как будет. Да ладно, я знаю, что ты загадал. Че? Чемпионство? Тихо. Команда КВН «Удар Татар». Мы реально хотим, чтобы ваши мечты сбылись. Удар Татар. Продолжаем на сцене команда КВН «Удар Татар». Хотели бы выразить благодарность нашим болельщикам и кто нас смотрит. Спасибо большое за аплодисменты. И хотели бы пожелать всем командам Творческих успехов. Да. Чтобы в этой игре в 1/8 все выступили на ура и на смешно. Динамично. И чтобы было очень смешно. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, здравствуйте. Знаете, вот наша команда, с фестиваля, ни черта не изменилась. Знаете, вот, допустим, на нас даже вот это вот весеннее обострение не повлияло. Так что встречайте самую неизменчивую, самую любвеобильную команду КВН «Удар Татар». Поехали, ребята, давай. Итак, перейдем сразу же к юмору. Дискотека с очень неожиданным концом. С очень неожиданным. Сынок, мусор выброси. Я рассказал с очень неожиданным. Вот по мнению вот этих двоих, мой пупок, то есть кендек, похож на план эвакуации Балтасей. Такая же безвыходная ситуация. Вот. А вот этого человека все встречали в Центральном ЗАГСе.
А тому, кто угадает следующую миниатюру, дам мешочек соли. Что? Да-да, правильно, таксист везет пьяного из клуба. На, держи, ладно? Так, смотрим, таксист везет пьяного из клуба. Ох, ё! Отрезался, а? Что делать? А? Ну-ка давай так. Опа. Опа. Сейчас кто-нибудь смеется на следующей миниатюре, тому всеку. Шучу, всечет Роберт. Да, всеку. Да, всечет. Итак, смотрим трудовик, который бросил пить. Nostalgie, je pense à elle. Nostalgie. Нет, я сказал. Дорогие друзья, и знаете, что вот в конце хотелось бы сказать? Что, тебе одному хотелось сказать, что ли? Да, что? Не, ничего. Вот знаете, весна наступила. Тиран! Как наступила Тиран! Дорогие друзья, вот как Тиран! Я бы даже сказал тиранозавр. Дорогие друзья, Тиранидзе. Удар-татар. Из нас часто встречали такого кондуктора в автобусе. И не дай бог вам занять его место. Да забери свою мелочь, не воняй там. Удобно? Удобно? Встань. Нет. Если ты не уйдешь, то я уйду в рэп. Удар татар. Молодежная организация «Солярь». Свое свободное время кондукторы проводят в депо. Гвардейская. Ямашева. Арбузова. Обжалилова. Обжалилова? Так Обжалилова было. Так мы же по Кольцевой ездим. Ну тогда Обжалилова. Ну тогда где-нибудь вот здесь. Ой, давай нормально. Хорошо, ладно. Азина, тебе на А. Подожди, там же букву О на конце. Я не знаю, у меня на автобусе Азина написано. Кто там? Это я по объявлению пришел. Ну заходи. Я слышал, у вас свободные места на кондукторов есть. Работа? Конечно. А ты откуда сам? Ну, я с Балтасей. Ну что, ты готов ездить на наших больших красных автобусах? Большие красные автобусы? Ты никогда не слышал о больших красных автобусах? Так у нас в Балтасях только зеленые. Там только и разговоры, что о больших красных автобусах. Как они бесконечно красные и уходят в красный закат. Оның моторын жіберелер и сен көңіл қылларын трендера пошли. И такой едешь, мечтаешь хотя бы 2 остановки проехать, не держать за период. Ладно, не заливай, все нормально. Ты что, возьмем же его, а? Да ну ты какой-то. Да нормально, ты что, возьмем? А этот, как у вас зарплата и сколько платит вообще, а? Зарплата? Мы тебе ее не обделим. Ты что, 500 рублей в день будешь получать? 500 рублей в день? Ты что, никогда не слышал о 500 рублях? Так в Балтасях только и разговоры, что о 500 рублях. Как он бесконечно фиолетовый, уходит в фиолетовый рассвет. Там еще Архангельск нарисован, и Петр Первый стоит. Ладно, все нормально, все нормально. Я думаю, его надо взять и отметить этот случай. Давайте закажем что-нибудь. Давайте, я пиццу закажу. Я тогда суши закажу. Хорош. Все. Я пробовал. Все нормально, все это. Еще сейчас у вас здесь так суши заказывают. Суши заказываем? И такие истории начинаем тут рассказывать. Какие? Рассказать? Может, не надо? Слушай. Как-то еду я один в маршрутке. Засыпаю. И вижу сон. Какой? Как будто бы машины пришли с прошлого. И хотят нас поработить. А мы ведем с ними ожесточенную борьбу. Какие машины? Компостеры!
мне мою вещь, иначе я не проголосую за вас на конкурсе «Лучший кондуктор года». Это что за девочка? А это та девочка, которой мы когда-то не додали 5 рублей сдачи! Верните мои 5 рублей, иначе втроем вы сгорите в аду. Что, ребят? 5 рублей, это же немного. На, держи свои 5 рублей, девочка. Спасибо тебе за 5 рублей. Теперь сгорите в аду вдвоем. Вот и такое бывает у нас. А это кто? А это тот кондуктор, который единственный не смеется над названием остановки Пердусных. Удобно? Ненавижу трамваи, троллейбусы, поезда. Если сел в маршрутку, это да. Заходят пассажиры, садятся на места. Смотрю, дают без сдачи. Спасибо, братья. А бывает такое, заходит бабуля, а ты спрашиваешь у нее за проезд, а она тянет тебе 10 рублей и конфетку в довес. А бывает такое, кто-то съел 50 счастливых билетов, и смотришь на его синее лицо и понимаешь, счастье-то не в этом. Не в этом. А бывает, кто-то заходит и спрашивает, а едет до тандема? Потом опять спрашивает, а едет до тандема? Потом опять спрашивает, а едет до тандема? Потом уже кричит, а едет до тандема? И вот он тандем. Неважно, пробки на дорогах, это не проблема. Главное, чтобы автобус ехал от Икселя до тандема. До тандема. От Икселя до тандема. Да. Трамвай или автобус, вдруг для вас дилемма. Знаете, что трамвай не едет от Икселя до тандема. От Икселя до тандема. От Икселя до тандема. И вообще, неважно, где ты живешь, на Чистопольской или на Ходи Такташа, знаете, это не просто название, это Казань наша. Не важно, кто я сам, не важно, кто вы сами. Главное, что эта песня нравится моей маме.